Пункты сбора работают и в районах республики. К примеру, в Алданском районе люди несут вещи и одежду. Также перечисляют деньги в фонд помощи. Руслан Павлов подробнее. В пакетах, которые несут эти люди, вещи для пострадавших от паводка в Амге и других районах республики. С инициативой о сборе гуманитарной помощи выступила алданская общественная организация «Дари добро». Несут детские игрушки, питание детское, вещи первой необходимости, зимняя одежда. Ну, все, что вот необходимо, то и несут. В пунктах приема вещи складируют и сортируют. Сейчас главный вопрос, как доставить гуманитарную помощь до места назначения. В «Дари добро» рады на любую помощь в этом вопросе. Сейчас остро стоит вопрос о транспортировке собранного груза. И мы надеемся, что кто-нибудь нам поможет с этим. Но в Якутске есть пункт сбора помощи. Вот, и как-то хотелось бы, чтобы кто-то нам помог. В период, когда логистика еще не восстановлена, а помощь нужна немедленно, исполнительная власть района обратилась ко всем с призывом перечислять средства в Республиканский фонд помощи пострадавшим. Якутия и жители Якутии – это одна большая семья. И если одному из членов семьи стало плохо, то все обязаны прийти на помощь. И Алданский район, и жители Алданского района тоже не останутся в стороне. На сегодняшний день организован сбор средств для оказания адресной материальной помощи жителям, в частности, Амгинского района. Также мы связались с крупными нашими промышленными предприятиями для того, чтобы они тоже поучаствовали в сборе средств для оказания помощи людям, которые пострадали в результате паводка. Оказывать поддержку и помощь, дарить добро не так уж и сложно, когда знаешь о лишениях и тягостях. Ведь не зря говорят, друзья познаются в беде, которая может постучаться в любые двери. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.